Ничто не забыто, никто не забыт. Всех сыщут, вечно молят нас простить. И пусть в небе смертельном орел летит, пусть камнем падает, бросается обратно в жизнь. И пусть нас будет на рассвете черный воронок, где на запятках столь же черный вешний грач. Свет ордер именем любви, ствол холодит висок, уводят сонных нас, но даже через сталь, как твой поцелуй горяч. Солнце, всех согревшее солнце, нам подарено солнце, любимое, жестокое, на всех одно солнце. Что вылез однажды и погибшим от жажды, как солдатик бумажный, каждому свое. Солнце, ты снянчила поля травы, копыт звон, кашель кровавый, поила пули отравы самых верных детей. Спасибо, что нет пощады, огонь дают как награду снопы повязанных Богом твоих колосьев лучей. Колосьев лучей. Все города земли пустых окон глаза. Так было, будет всегда. Возьми ее на ладонь, чтоб в страну мертвых живой кто-то тянул провода для встреч звонков, поля русалок выжигая ада погонь. Рвут паутину крылышки, всегда свободна пчела, и с радуги земных соцветий собирает свой мед. Руань паутины на ветру, ужас непонимания. У пауков всех вспять идут часы, и никто больше не умрет. Согревшее солнце, нам подарено солнце, любимое, жестокое, на всех одно солнце. Раскуштовались однажды и погибшим от жажды, как солдатик бумажный, каждому свое солнце. Ты встретила поля травы, копыт звон, кашель кровавый, поила пули отравы самых верных детей. Спасибо, что нет пощады, огонь дают как награду снопы повязанных Богом твоих колосьев лучей. А если нет любви, то значит Бога нет. А если Бога нет, то значит нет любви. И вера в том, что слову не нужен ответ, вернуться в гавань из смерти всех кораблей. И вновь деревья большие, легко по лужам бежать, и по полям боевым до конца, до венца, где средь холмов зеленых, чтоб всех погибших взыскать, идет Мать Божья, Богородица. И верит солнце, всех согревшее солнце, нам подарено солнце, любимое, жестокое, на всех одно солнце. Раскуштовались однажды и погибшим от жажды, как солдатик бумажный, каждому свое солнце. Ты вснянчила поля травы, копыт звон, кашель кровавый, поила пули отравой самых верных детей. Спасибо, что нет пощады, огонь дают как награду снопы повязанных смертью твоих колосьев лучей. Солнце, всех согревшее солнце, нам подарено солнце, любимое, жестокое,
на всех одно солнце. Раскуштовались однажды и погибшим от жажды, как солдатик бумажный, каждому свое. Солнце ты знянчила поля травы, копы звон, кашель кровавый, поила пули отравы самых верных детей. Спасибо, что нет пощады. Огонь дают, как награду, снопы повязанных Богом твоих колосьев лучей. Колосьев лучей. Я потом расскажу тебе, Родина. Я потом расскажу тебе все, Родина. А сейчас я попою лучше, Родина. Не честнее так по жизни танцуется. Я потом расскажу тебе, Родина, как плясал, как летал над ромашками, как свисал над березовой пропастью, как любил под окном ночкой до зари. Я потом расскажу тебе, Родина, я потом расскажу тебе все, Родина. А сейчас я попою лучше, Родина. Не честнее так верить себе, милая. Я потом расскажу тебе, Родина, и не надо меня исповедовать, и не надо меня излечивать, и не надо, уймись, покалечишь, ведь не уроды мы просто все разные. Птицы, звери и лес у нас сказочный, а кто полезет со всеобщею правдою просвещать, так нарвется ж бедный на брест и полетят клочки по закоулочкам и запылают ограды и маком, и
горем неопознанные, и зарастут буреломом тропинки все. Здравствуйте, мы находимся в центре Саранска, столицы Республики Мордовия, России. Сейчас мы проведем экскурсию по памятным местам, связанным с политическими репрессиями. И проведет экскурсию Виктор Борисович Махаев, кандидат искусствоведения, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель Мордовского регионального отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Российской Федерации. Виктор Борисович, здравствуйте, пожалуйста. Я бы хотел начать эту экскурсию с места, которое связано не с советским временем напрямую, а с дореволюционными событиями и с тем, как была устроена в нашем городе система наказания до 1917 года. Мы находимся возле бывшего здания тюрьмы уездной. Тюрьма была построена в середине 19 века по типовому проекту в классическом стиле. И она была частью комплекса уездных властей. Это здание сейчас обращено, оно сохранилось. Оно обращено на Московскую улицу, Пушкинский спуск к парку имени Пушкина. Но не все здания этого комплекса сохранились, потому что там были службы всевозможные и флигеля. А вот здание тюрьмы сохранилось. Это двухэтажное здание на цоколе, коридорной системы. И вот в этом здании содержались преступники. Город Саранск был небольшим городком, поэтому преступников было мало. Как правило, здесь было порядка 10-15 человек, отбывали свои наказания. Со всей Мордовии сюда привозили? Это был уездный. Со всего уезда? Да, поэтому здесь было наказание преступники из уезда Саранского. И вот такого небольшого здания вполне хватало, чтобы они здесь отбывали свое наказание. После революции почему-то по каким-то причинам это здание в качестве тюрьмы уже не использовалось. Эта функция перешла на другие точки городского центра. И, видимо, потому что здание было капитальное, таких зданий было немного в городе, здесь устроили жилье, как это ни странно. И долгое время, в 30-е годы и во время войны, это здание служило общежитием педагогического института, где даже несколько лет проживал великий русский философ Михаил Михайлович Бахтин, но почему-то до сих пор здесь нет памятной комнаты Бахтина. А вот это было бы очень интересно. Здесь есть доски, касающиеся тех личностей, которые отбывали наказание в 19 веке. Это все были известные личности такого демократического революционного движения второй половины 19 века. А вот про Бахтина здесь почему-то не говорится, а это было бы очень важно. Но на этом тюремная история этого места заканчивается. Мы перейдем на другую точку в городском центре, который находится неподалеку. Всего лишь 200 метров, и мы будем там. Здесь небо ясно-ясное, и солнце горячей. Я знаю, нет прекраснее Мордовии моей. Край мой, край, царство зеленых лесов. Край мой, край шелковистых лугов. Люблю, земля, твои поля, тенистых садов шатры. Хлебный прибой, отмокший до суры. Хлебный прибой, отмокший до суры.
Рядом чудотворный крест с иконами, чтобы играли там колокола. С переливами и перезвонами наколи мне домик у ручья. Пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткою. Нарисуй олеющий закат, розу заколючь ржавой проволокой. Строчку: мама, я не виноват. Наколи и пусть стереть попробую. Если места хватит, нарисую лодку с парусами ветрополными. Уплыву в волки, вот вам. Чтобы навсегда меня запомнили. И легло на душу, как покой, встретить мать — одно мое желание. Крест кали, чтоб я забрал с собой. Избавление, но не покаяние. Угасают огни, рассвет, словно белая птица. Прилетит сдалека нам надежды и милость неся. Только от жизни всегда своим счастьем безмерно искрится. На исходе всегда ожидает беда. Вот и кончилась жизнь, и остались одни сожаления о бездумно прожитых ушедших годах. И хиямат от дня воздаяния в грядущих ступенях. Свою милость даруй, всемогущий Аллах. Я полмира прошел, красоту и печаль созерцая, шумный гам городов и бескрайних пустынь тишину. И в пучине всех бед и несчастья в людских утопая, я молитвы свои
обращал лишь Творцу. Я избрал нищету и скитания стали мне братом. Небосвод укрывал меня мраком своим. Я знамений читал на рассвете вместе с закатом. И всегда понимал, в одиночестве я не один. Там, за пределами земли, ждут нас прекрасные миры. Ты направь поминания корабли в гавань счастья, в гавань мира и любви. Далеко за пределами земли ждут нас прекрасные миры. Ты направь поминания корабли в гавань счастья, в гавань мира и любви. О, Аллах, забери меня в вечность мгновения молитвы, обращенным к святыне Твоей и смиренным в душе. И не дай злому миру проникнуть, как щупальца нитки, чтоб окутали сердце и тело погрязло в грехе. О, Аллах, забери меня в вечность на поле сражения, возвышая Твой один и сметая всемирное зло. Дай мне веру в Тебя, дай мне силу и дай мне терпение. И в Киямата день обели мне сиянием лицом. Мой Аллах, в сердце гложет печаль и тяжелая доля, и как древо точит, иссушая немая тоска. Словно гордая птица, что поймана, рвется на волю, так по вечному раю тоскует душа. Мой Аллах, я обстерплю и пройду все земные страдания по дорогам лишений в надежде одной, что для вечных миров мне дарованных крыльях вознесусь в вечный рай, быть прощенным Тобой. Там, за пределами земли, ждут нас прекрасные миры. Ты направь поминания корабли в гавань счастья, в гавань мира и любви. Далеко за пределами земли ждут нас прекрасные миры. Ты направь поминания корабли в гавань счастья, в гавань мира и любви.
Друзья, мы находимся на Советской площади города Саранска. И нам нужно найти место, где в 30-е годы было здание милиции республиканской. Как это сделать? Мы видим, что площадь такая довольно обширная, потому что многое было снесено из застройки 19 века в 60-е годы, в 70-е годы. Сделать это просто, потому что здание было угловое, на углу улиц Советской и проспекта Ленина. Как эту точку найти, этого угла? Тоже очень просто. Она находилась на пересечении красных линий. Вот я стою по красной линии улицы Советской. Красная линия – это такая линия, вдоль которой выстраиваются фасады зданий. Вот. Я перевожу взгляд на восточную часть этой улицы и вижу створ фасадов в продолжении Советской улицы. То есть я нахожусь прямо на этой красной линии. Теперь я буду двигаться с запада на восток до пересечения с красной линии проспекта Ленина. И как раз я остановлюсь на той точке, где был угол здания городской милиции. Отлично, пойдемте. Эта улица была застроена в конце 19 века. Тут были такие довольно капитальные двухэтажные здания, купеческие и гостиничные номера. Их было очень много. Здесь был также гостиный двор. Это, в каждом уездном городе должен быть такой комплекс, где торговали, хранили товары и так далее. И у нас он тоже был. Вот в этом месте он находился, этот гостиный двор. Все эти здания были снесены в конце 60-х годов, потому что, по всем представлениям, городская площадь должна была быть очень широкая. Она была очень маленькая все-таки по советским меркам. И для того, чтобы вот такое здание обкома КПСС было построено, в конце 70-х годов здесь завершили снос истории, и вот в начале 80-х годов появилось вот такое громадное здание офиса партийной бюрократии. Мы идем дальше по красной линии, и сейчас мы подойдем к этой точке, где был угол здания милиции. До революции на этом углу были центральные номера. Это была гостиница, рядом были купеческие дома, где жили купцы, торговали в лавках, с большими подвалами. Такие были здания, где хранили они свои товары и использовали по хозяйственным нуждам эти помещения. Вот такая была улица, типичная для уездного русского города, которая была обращена на собор. Вот здесь вот передо мной возвышался Спасский собор. Это было громадное для такого города, как Саранска, здание. Оно тоже было снесено в начале 30-х годов для того, чтобы превратить городской центр в такой вот центр столицы автономии уже советской. И на месте его сквер сейчас? Да, сейчас сквер с памятником Ленину. Первоначально был памятник Сталину между зданием горсовета и зданием старого обкома партии. И вот мы выходим на эту красную линию. Я приближаюсь к этому месту, где был угол этого здания милиции. К углу перекрестка пешеходному. Да, вот я на пересечении красной линии улицы Советской и красной линии проспекта Ленина. Значит, вот в этом месте возвышался угол этого здания. Представьте, какая узкая улочка была. Смотрите, всего ничего, да? Разумеется, по советским нормам это было очень узко, очень тесно. А по ней еще и ездил общественный транспорт. Разумеется, и автомобиль. Он был, конечно, редкий. не такой, как сегодня. Да. Один автобус в час, но тем не менее. И вот потребовалось расширение этой улицы, чтобы была сделана вот такая вот площадь. Значит, вот на этом месте мы находимся. Я видел разные края, но сердцу здесь тепло. Когда смотрю я на поля, что снегом замело, когда весеннюю порой с холмов
Живи, Мордовия моя, храни небесный свет, твои прекрасные поля осыпал лунный снег. Живи, Мордовия моя, не зная горьких бед, мне без тебя в чужих краях другого счастья нет. Как облака плывут года, но твой не меркнет свет. Я не поверю никогда, что здесь мне места нет. Любовь, как вечная вода, растопит в сердце зной. Я счастлив жить с тобой всегда, единою судьбой. Живи, Мордовия моя, храни небесный свет, твои прекрасные поля осыпал лунный снег. Живи, Мордовия моя, не зная горьких бед, мне без тебя в чужих краях другого счастья нет. Живи, Мордовия моя, храни небесный свет, твои прекрасные поля осыпал лунный снег. Живи, Мордовия моя, не зная горьких бед, мне без тебя в чужих краях другого счастья нет. Живи, Мордовия моя, храни небесный свет, твои прекрасные поля осыпал лунный снег. Живи, Мордовия моя, не зная горьких бед, мне без тебя в чужих краях другого счастья нет. Другого счастья нет.
Колышущий звон над проснувшимся городом стелется, и волнуя тревожит, как детская сказка, сердца. В нем столетий ушедших опять появляются проседи. В нем великая тайна, что нам не познать до конца. В этом звоне тоска по убитым в великих сражениях. В этом звоне проснувшейся мысли высокий полет. И смягчается сердце, исходят на нет искушения, и к родимому дому меня моя память ведет. Здесь рождались и жили, знали боль и любили. Здесь смеялись и плакали, свято веря в мечту. С этим городом милым, пусть не самым красивым, мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу. Здесь все с детства знакомо, все шорохи, запахи, звуки, и дворов лабиринты, и улиц вечерних излом, над которыми стелется к радости или разлуке этот звон колокольный, надежды вернувшийся звон. В этом звоне тоска по убитым в великих сражениях. В этом звоне проснувшейся мысли высокий полет. И смягчается сердце, исходят на нет искушения, и к родимому дому меня моя память ведет. Здесь рождались и жили, знали боль и любили. Здесь смеялись и плакали, свято веря в мечту. С этим городом милым, пусть не самым красивым, мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу. Мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу. Здесь рождались и жили, знали боль и любили. Здесь смеялись и плакали, свято веря в мечту. С этим городом милым, пусть не самым красивым, мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу. С этим городом милым, пусть не самым красивым, мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу. Мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу. А что же это было за здание, Виктор Борисович?
Сразу после революции, наверное, вот надо еще нам уточнить, здесь стал размещаться революционный трибунал армии, где наказывали провинившихся военнослужителей, красноармейцев. И вот за этим местом закрепилась вот такая функция наказания. Через какое-то время тут обосновалась милиция городская. Это здание двухэтажное имело внутренний двор, ну, довольно приличный, потому что городской центр и какие-то такие обширные дворы здесь не могли быть. Вот. И вот такой комплекс тут сложился. Он существовал, наверное, 2-3 десятилетия, скорее всего. Фотографии этого места сохранились. Есть 2 книжки известного нашего краеведа Сергея Борисовича Бахмустова. Вот сейчас я достаю одну из книг. Это фотография его отца Бориса Бахмустова. И вот я открываю страницу. Это «Старый Саранск», да, у вас книга? Да, это первый выпуск книги «Старый Саранск». И вот я нахожу фотографии, сделанные, ну, вот не с этого места, где мы стоим, а вот на отдалении, там, где люк, видите, вот люк канализационный. Значит, тут еще 2 раз. фотографии. Вот с люка. Значит, тут 2 фотографии. Чем они отличаются, эти фотографии? Давайте приглядимся. Здесь уже есть здание, в котором размещается книжный мир. Видите? Вот это здание. Окей. Что еще мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть вот это вот здание сталинского времени. Оно сохранилось. Вот там находится. Почти в таком же виде. Все остальное мы как-то не узнаем, что это такое. Но здесь нас привлекает вот это вот здание из темного кирпича. Что это такое? Да. Это остатки Христорождественской церкви. Еще не снесенный. Да, как видите, как-то не похоже. Почему? Потому что завершений пятиглава тут нет, колокольни нет. Но и грады, конечно, нет. В это время здесь размещался хлебозавод. Теперь, здесь мы видим вот такой вот пристрой в стиле конструктивизма. К этому зданию был такой сделан пристрой. Вот он тут есть. Теперь смотрим на вот эту вот часть и на вот эту часть. Как-то они отличаются, да? Как будто вот разные места. Нет. Приглядитесь. Вот это вот здание, это фрагмент, вот он. А вот эта стена и вот это, они были внутренние стены этого квартала. То есть вот эта вот часть снесена. Для чего? Для того, чтобы получить вот такую площадь. Смотрите, вот эта стена идет по красной линии жилого дома «Книжный мир». Видите? Она идет вот там вот. Значит, вот эта вот точка находится не здесь, а вот там вот. То есть эта фотография была сделана позже, чем вот эта фотография. Вот это здание, угловое здание, вот оно, это угловое здание. И внутри был двор. Это здание было обращено на проспект Ленина, тогда эта улица называлась Гражданской, и на улицу Советскую. Значит, вот эта вот точка, это где мы сейчас и стоим. Это такая типичная купеческая архитектура второй половины 19 века, сделана из кирпича, так называемый кирпичный стиль, потому что зачастую на фасадах такие были какие-то, ну, сделаны наличники, какие-то кружева кирпичные, довольно затейливые. Разумеется, вот ничего от этого уже не осталось. Как мы видим сейчас, перед нами возвышается громадное белокаменное здание Дома Республики. Вот эта среда утрачена. К сожалению, она утрачена. В городе вот такая традиция в нашем сложилась. И в других городах тоже. Российских. При советской власти. Что городской центр строился на том же месте, где был дореволюционный городской центр. Хотя можно было перенести советский городской центр в другое место. Допустим, вот на пересечении улиц Коммунистической и проспекта Ленина. А вот это вот место оставить. Ну, представьте, на этой улице был ансамбль барочный Петропавловского монастыря. Он снесен. Это варварство. Здесь это где был... дворец бракосочетания? Да, где? здесь была соборная площадь, собор и комплекс при соборе зданий. Это снесено. Но это тоже варварство, потому что это был ансамбль. Разрушим все до основания затем. Да, и вот улица, она была такая, хорошо так
капитально застроена. Для уездного города это была очень такая респектабельная улица. Вот если бы все это осталось, наш городской центр напоминал бы центр города Арзамас или Алатыря. Это города, которые очень хорошо сохранились. Вот, но, к сожалению, вот такая традиция у нас идет вот на этом же месте каждый раз создавать что-то новое. Вот, она такая довольно порочная эта традиция, как мне кажется. Так вот, мы находимся на месте, где это здание милиции и было. С этим зданием связана масса историй такого зловещего характера, потому что здесь и находились люди, которые подвергались репрессиям. Ну, разумеется, среди них были и личности, которым положено отбывать наказание, и, может быть, даже суровое. Разумеется, такие были, они всегда есть и, к сожалению, будут. Но среди них было немало людей, которые страдали невинно. Многие из них уже давным-давно реабилитированы. Вот. Но все-таки как-то вот памяти в городской среде об этих событиях зловещих, вот каких-то знаков таких в среде нет. Это, конечно, удручает. А по поводу реабилитированных, общество «Мемориал» собирало списки реабилитированных людей со всей страны, книги памяти, и там, по-моему, уже больше 3 миллионов людей официально властью признано, что это невиновные были репрессированы. Да. Всем известно, что собирались списки, книги сдавались, в интернете очень много материала, но далеко не каждый сейчас читает книги. Они есть в библиотеке, они есть там в интернете, эти сведения, но далеко не каждый читает все это. Вот сейчас принято, чтобы в городской среде какие-то знаки присутствовали. Знаки истории, знаки культурной жизни, знаки современности, какие-то событийные знаки, чтобы они были. Дело в том, что история каждого города, и Саратов тоже, она богата событиями разными. Героическими событиями, трагическими событиями, какими-то позитивными, негативными, было все. И как бы собрать эту историю и в городской среде какими-то знаками отметить, это очень важно будет, потому что книги, к сожалению, сейчас немногие читают. Вот. А если бы такие знаки были рассеяны каким-то образом по какой-то системе в городе, тогда бы жители знали, что здесь было то-то, а вон там было это. И они бы хорошо представляли и свой город, и свою историю. Вот это было бы правильно. Такие примеры есть, но о них я скажу чуть позже. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Niggas in my faction don't like asking questions. Strictly gun testing, coke measuring, giving pleasure in the Benzito, hitting fannies, spending chips at Manny's. Hope you creeps got receipts. My peeps get dirty like cleats. Run up in your crib, wrap you in your polo sheets. 6 up in your wig piece, nigga deceased. Why? May you rest in peace with my sycamore style, more sicker than yours. 4-4 and 54 drawers. As my pilot stares my lair, yes my dear, shit's official. Only the feds I fear. Here's a tissue, stop your blood clot crying. The kid's the dog, everybody dying, no lying. So don't you get suspicious. I'm big, dangerous, you're just a little vicious. As I leave my competition, respirator style, climb the ladder to success, escalator style. Hold y'all breath, I told y'all, death controls y'all. Big don't fold y'all. I spit phrases that'll thrill you. You're nobody till somebody kills you. You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell me why. Watch Casino, I'm the hip-hop version of Nicky Tarantino. Ask Nino, he know. Green with envy, the green tempts me to make the rich the enemy and take their cheese, take their spot, take their keys, make my faculty live happily ever after in laughter. Ha, never seen Cristal pour faster until the bastards knucklehead squeeze lead.
3 of mine dead. Nothing left to do but tear they ass to shreds, leave them in bloodshed. Incidents like this, I take trips. Lay up in Miami with Tamika and Tammy. Some Creole, CO bitches I met on tour. Push a peach, legend, coupe, gold teeth galore. Told me meet them in the future later. They'll take me shopping, buy me lavender and fuchsia gators. Introduce me to player haters and heavyweights. Rich bitch shit, drinking Cristal till they piss the shit. Thorough bitches, adapt to any borough bitches. Be in spots where there were no bitches. You feel me? Reminisce on dead friends too. You're nobody till somebody kills you. You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell me why. You could be the shit, flash the fattest five, have the biggest dick, but when your shell get hit, you ain't worth spit, just a memory. Remember he used to push the champagne range. Silly cat wore suede in the rain. Suede put the G in game. Had the Gucci frame before Dana Dane. Thought he ran with pain, I can't recall his name. You mean that kid that nearly lost half his brain over 2 bricks of cocaine? Getting his dick sucked by crackhead Lorraine. A fucking shame, Dukes of Lane, what's his name? Dark skin Jermaine, see what I mean? You're nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell You're me why. nobody till somebody kills you. I don't wanna die, God tell me why.
Мы находились вот в этой точке, на Советской площади. Это план города Саранска начала 20 века. Мы здесь видим базарную и соборную площадь. Вот так это выглядело по генеральному плану города. И видим кварталы, закрашенные в серый цвет. Это были кварталы с каменной застройкой. Здесь же на этой схеме... Я бы сказал, синеватый цвет. Да, вот это белое пространство. Тут, наверное, опечатка произошла, потому что здесь находилась именно Христорождественская церковь. Сейчас на этом месте находится Дом Республики. А вот этот вот квартальчик, он снесен был в конце 60-х годов для того, чтобы площадь получила более крупные габариты. Теперь мы переместились на другую точку. Это третья точка нашей экскурсии. И мы находимся на улице Толстого. На этом плане начала 20 века эта улица называется Московская. Она вела от Базарной площади и до Покровской церкви. Церковь стояла на месте, где сейчас перекресток Коммунистической улицы и улицы Льва Толстого. Вот так это выглядело на плане города. А теперь я открываю фотографии дореволюционного Саранска. Это книга «Саранск уездный», конец 19-го, начало 20 века. И здесь я нахожу две фотографии этой улицы Московской. Вот первый вид. Вот это вот фотографии, они неоднократно печатались в разных книгах и сборниках по истории нашего города. Мы как раз находимся на точке, которая отмечена фотографом. Что мы здесь видим? Справа мы видим каменную ограду. Она вот здесь вот как раз вот была. Это ограда участка Христорождественской церкви. В глубине мы видим здание Покровской церкви. Это здание просуществовало до 60-х годов. Остатки снесли вот в середине 20 века. Здесь же мы видим такую каменную застройку. Это такая была очень приличная каменная застройка уездного города, его центральной части. Мы видим тут такие капитальные дома в 2 этажа с такой очень хорошей архитектурой. Разумеется, и между домами были такие вот ограждения из камня с воротами, с калитками, с заборами. Все было очень так красиво. Ну и даже вот благоустройство территории здесь тоже было сделано. Канавы, мощение и даже электричество было проведено здесь в самом начале 20 века. И нижняя фотография. Мы смотрим на ту же улицу, но вот с противоположной стороны. И мы видим здесь южную часть этого участка. Я возвращаюсь вот к этому виду, потому что здесь мы находим очень крупное двухэтажное здание, довольно богато декорированное. Сегодня мы в реальности его, конечно, не видим, потому что это здание вошло в комплекс ОГПУ НКВД в 30-е годы. И в прошлом году этот комплекс был снесен для того, чтобы построить на этом месте, на большом образовавшемся пустыре, здание Республиканского суда. А теперь давайте посмотрим вот на реальность. Вот фотографии 100-летней давности. Мы взгляд переведем на эту реальность. И что мы сейчас увидим? Ну, забор тоже увидим. Никакой истории тут уже нет. Ни одного исторического здания, к сожалению, здесь нет. Последнее историческое здание, это как раз был комплекс ФСБ, внутри которого были спрятаны как бы вот эти вот исторические здания. Давным-давно нет особняка купца Коробина. Вот вдалеке находится на углу. Там была, размещалась первоначально хореографическая школа. Это здание было снесено, к сожалению, и построено новое здание, потому что, видимо, по каким-то техническим параметрам там не вмещалась эта функция. Короче говоря, от этой истории мы здесь ничего уже не видим. Тем не менее, долгое время эта улица, напоминала нам такую историческую улочку. Именно потому, что застройка была такая мелкомасштабная, с такими приятными тротуарами, с озеленением. И что же здесь произошло?
Вот эта вот улица, в связи с тем, что она находится в центре города, она превратилась в такую вот административную улицу, где было очень много учреждений официального характера, в том числе и репрессивные органы размещались здесь, вот на этой вот территории. Как это архитектурно было сделано? Было соединено два старых здания с надстройкой-пристройкой и с организацией внутреннего пространства для того, чтобы получился какой-то очень крупный комплекс. Ну, вот как бы внутри это были такие старые постройки, снаружи какой-то ремонт фасада вот произведен, и получилось довольно крупное по длине здание, но оно было по этажности такое, что как бы вписывалось в застройку этой улицы. Ну и все, в общем, привыкли вот к такому виду этой улицы и совсем не ожидали, что это здание будет снесено. Это здание тоже связано с такими трагическими моментами, событиями в нашей отечественной истории и в истории нашей республики, потому что здесь находились заключенные, в том числе невинно осужденные люди. С ними работали органы соответствующие, многие из них были репрессированы, но, к сожалению, немногим удалось отсюда уйти невредимыми. Вот. Но, видимо, большая часть уже реабилитированы с тех пор. Вот такая история архитектурная этого места. Что я еще хочу сказать в дополнение к этой истории? К сожалению, снос на этой улице продолжается. В 2018 году, в августе этого года, было снесено еще одно здание, построенное в 1958 году по проекту нашего известного архитектора Сергея Никитича Левкова. В этом здании размещалась потребкооперация в 60-е годы. Ну, как бы такое учреждение советское. Но дело не в этом, а дело в том, что оно было построено в послевоенном, таком сталинском ампирном стиле. И оно прекрасно вписывалось вот в эту застройку. И мне вот очень жаль, ну, чисто архитектурно, что это здание мы уже потеряли. Разумеется, это здание не было памятником истории культуры, ни в каких списках оно не значилось, но оно вписывалось в среду и формировало эту среду очень так гармонично и приятно. Что будет с этим местом дальше, пока неизвестно. Если вернуться вот к этому пустырю, где было здание КГБ, ФСБ, то мы знаем, что здесь запроектировано для этого места очень крупное здание административное республиканского суда. Проект уже есть, видимо, он уже утвержден. Вот. Но когда здание проектировали, у нас были просьбы, требования к проектировщикам, чтобы здание не было громадным, чтобы оно по высоте вписалось вот в эту застройку 3-4 этажей, чтобы фасад не был вызывающим таким, с какими-то вот излишествами, что ли. Потому что на этой улице такая довольно скромная архитектура, и таких вот излишеств нету. Каких-то колоннад, скульптур, куполов, шпилей, чтобы здание не было покрашено в красный или ярко-зеленый цвет, чтобы оно как бы вписалось там тактично. Что будет в реальности, пока неизвестно. Какие варианты здесь могли еще быть? Вот имея в виду такие вот утраты. Ну, конечно, идеальный вариант, если бы мы, я опять возвращаюсь вот к этой фотографии, если бы мы смогли восстановить, если мы могли восстановить вот такой вот облик этой исторической улочки. Ну, почему бы нет? Фотографии у нас остались, по фотографиям можно сделать какие-то реконструкции. Так делается, ну, в старых городах, в Арзамасе, в Алатыре, в Елабуге. По да. фотографиям. Ну да, вот здание утрачено, но вот надо его восстановить, как оно было 100 лет назад. И вот оно уже есть. Вот, поэтому какой-то большой проблемы вот с таким проектом бы не было бы. И вот восстановить такой старый вид, дореволюционный, хотелось бы, конечно, тут видеть какие-то учреждения для людей, для людей, чтобы они были раскрыты людям всегда. Чтобы туда можно было зайти, выпить чашечку кофе, посмотреть какой-то хороший фильм, послушать живую музыку, купить хорошую книжку умную, с ребенком, чтобы можно было прийти. Вот что-то вот такое. А по поводу чашечки кофе, как вообще вы относитесь к проблеме использования
исторических зданий, которые как-то вот у них ассоциация с ними устойчивая, и можно ли их использовать во всех сферах? Да, я понял применения? ваш вопрос. Значит, это один вариант как бы воссоздания той старой улочки. Получилась бы дореволюционная улочка с какими-то новыми функциями, ну, обращенными к горожанам, да, чтобы им там было приятно, так сказать, весело, сытно. Ходить по историческому городу, да. Да. Значит, это меняет наш разговор, потому что если у этого места какая-то вот такая трагическая история и какая-то трагическая память, то, конечно, мы должны об этом сказать и как бы какие-то знаки, символы вот в этой среде поставить, укрепить, воплотить, и чтобы горожане, проходя мимо, понимали, где они находятся. Вот. Поэтому второй вариант мог бы здесь быть. Ну, какое здание тут, я не знаю по функции, чтобы оно было, но какой-то музей, связанный с репрессиями, пусть небольшой, какой-то скромный, но чтобы он появился. Такой вариант тоже возможен. Может, даже подземный в рамках нового здания? Может быть, это надо думать, чтобы как бы не потревожить другие функции, чтобы как бы все они органично разместились. Дело в том, что последние, наверное, 5-6 лет во всем мире идет такое движение по восстановлению исторической памяти, связанное с политическими репрессиями. Ну, конечно, такие вот объекты, как Бухенвальд, допустим, Освенцим, они известны каждому, наверное, человеку, связанные с такой самой-самой-самой острой болью человечества в 20 веке. Это Вторая мировая война, нацизм и все беды, которые он принес. Вот. Но были другие формы тоталитаризма, и в нашей стране он господствовал в сталинские годы. И у нас очень много объектов, чуть не во всех регионах, которые связаны с этой темой. И вот в Москве уже предлагаются какие-то крупные проекты, которые могли бы продвинуть такие объекты не просто в какие-то культурные памятники, а на самый высокий уровень этой культурной памяти, а именно в культурное наследие человечества, ЮНЕСКО. Я как раз работаю в комиссии, которая занимается всеми нашими российскими памятниками всемирного наследия, продвижением этого наследия. Вот. И в прошлом году мы заслушали несколько докладов о наших объектах, связанных со сталинизмом, где были репрессии, вот, и предлагали вот такое решение, чтобы эти объекты были памятниками всемирного наследия. Какие это объекты? Канал Москва-Волга. Промышленный, казалось бы. Такой транспортный объект. Разумеется, там есть прекрасная архитектура такая в стиле ар-деко, и ландшафты прекрасные, и вообще приятно очень на корабле прокатиться туда-сюда. Вот. Но люди не должны забывать, что все это было построено руками заключенных, и очень много людей там просто полегло. Так вот, если бы это был объект всемирного наследия, он бы учитывал и архитектурную составляющую, это объект, и ландшафтную, и историческую, то есть как это строили. Это первый объект. Второй объект – полигон в Бутово, где очень много было расстрелов, и сейчас там мемориальное кладбище. И то же самое, вот эта зловещая история. Зловещая история, места захоронения, имена, списки, вот в этом лесу. На Северном Урале есть еще один лагерь, где также очень хорошо восстановлена эта память, и могилы, и восстановлены имена, и много других. Кстати говоря, у нас есть два объекта всемирного наследия, они уже официально зарегистрированы ЮНЕСКО. Соловецкий ансамбль, монастырь, где были лагеря под названием «Слон», и там эти постройки остались. Вот. Но, к сожалению, там пока не могут привести в порядок и восстановить вот ту вот лагерную тематику вот в этих зданиях. Пока то ли не могут, то ли не хотят. Как бы там архитектурная часть вот такая средневековая поддерживается, а вот история сталинизма пока не очень. Но этот объект обязывает. Объект всемирного наследия, объект очень важной истории, в том числе советской, он обязывает к тому, чтобы там была восстановлена
И вот эта вот история. И второй объект, который буквально в этом году получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Под Казанью в 40 километрах есть остров, на котором находится город Свияжск, на 2 монастыря. Один из монастырей, Успенский, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. В этом монастыре была колония в 30-е годы, где были политические заключенные. Вот. И сейчас там установлен памятник жертвам политических репрессий. Прямо у входа в монастырь высечена из такого желтоватого известняка композиция, которая говорит о том, что кроме церковной истории и какой-то такой могучей истории нашего государства российского, здесь была и другая история, трагическая, про которую забывать нельзя. И в нашем городе, и в нашей республике тоже есть такие объекты, на которых надо внимание обратить. Вы опять скажете, ну это все есть в книжках, даже, наверное, в учебниках истории родного края, как-то упоминается. Это все есть в интернете. Нажимай на клавишу, и перед тобой сейчас будет вся информация. Оно, конечно, так, но далеко не все вот на эти сайты внимание обращают. И ходят в библиотеку, чтобы взять эту книгу и посмотреть. Можно найти свой родственник. Наверное, все-таки нам европейский опыт подсказывает, что такие знаки должны быть просто как бы разложены, расставлены в городской среде, для того, чтобы горожанин, проходя мимо, знал, что здесь вот проходили героические события, а вот здесь вот какие-то трагические были события, очень важные для нашей истории, для нашего отечественного сознания. Ну, допустим, в Берлине такая практика уже давно ведется. Там ведь очень много было евреев, которых репрессировали в 30-е годы. И для того, чтобы показать, что вот из этого дома ушла семья в лагерь, из этого дома ушла семья в лагерь, там перед крыльцом этого дома, прямо в мостовую, вмонтирована такая латунная табличка, небольшая, вот прямо такого размера. Это написано фамилия, имя и год ухода этого человека из этого дома. И вот так идешь по, допустим, Курфюрстендам, по улице, она такая историческая, эта улица, и смотришь, у этого дома табличка, у этого дома 3 таблички, у этого дома 5 табличек. Они прямо вмонтированы в мостовую. И хочешь не хочешь, ты понимаешь, что это очень насыщенная история. Эти таблички никому не мешают, ни пешеходам, ни транспорту, который убирает тротуар. Вот. Но они напоминания. В Москве была программа несколько лет назад запущена такого же типа, чтобы увековечить память репрессированных граждан. Там предлагалось, ну, такие же вот скромные рамки, вот такого же размера, повесить на фасады здания и указать вот тоже так вот, очень кратко, фамилию, имя, отчество человека и год, когда он был отсюда взят. Вот, ну, не знаю, насколько широко и подробно это была программа реализована, но как такая задумка, она есть. Вот, и тогда бы мы видели наши дома, наши улицы, наши пространства, обогащенные вот еще вот такой темой. Как стекло, где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Ночью из дома я поспешу. Все вокзала белеют.
прожу. Может, впервые за 1000 лет дойти до детства плацкартный билет. Тихо кассирша ответит: билетов нет. В городе этом сказки живут, шалые ветры с собою зовут. Там нас порою сводили с ума сосны до неба, до солнца дома. Там по сугробам неслышно шла зима. По грудь занесен в медленной речке вода, как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Кто инициирует такие таблички? Городская власть. А кто просит их, городскую власть? Какая-то комиссия по, видимо, топонимике и так далее. Нет, там могут сказать: ну, хорошо, ваше желание поставить табличку мы принимаем, но возьмите финансирование на себя. Ну, допустим, на доме, где жил наш архитектор Сергей Несмешлевков на проспекте Ленина, нет мемориальной таблички. Хотя он построил какие здания в центре Саранска? Он построил дом Союзов и напротив здания высших колхозных кадров и немало зданий, вот таких, про которые я сказал, что они уже снесены. Около памятника самолету. ДК Ухтомского, да. Да, после войны он плодотворно потрудился. А таблички нет. Вот таблички нет. Его, да? Ну как же так? Такой уважаемый человек, и почему же нельзя повесить табличку? Но когда речь заходит, нам говорят: ну, мы с вами согласны, но возьмите финансирование на себя. Вот этой вот бронзовой таблички или там мраморной. Ну и тогда мы, наверное, может быть, повесим, да? Вот, но какая-то программа должна быть разработана по вот таким вот знакам символическим.
всей нашей истории, повторяю, всей нашей истории, от древности вот, до каких-то вот событий, может быть, недавних десятилетий, но тоже очень важных, почему бы нет. Надо все это отметить. Виктор Борисович, как вы относитесь к тому, чтобы на месте захоронения и частично даже расстрела жертв репрессий 30-х годов у Богоявленских родников, это место обнаружено достаточно достоверно по множеству косвенных признаков, хотя есть на территории Мордовии и несколько других мест, у Чуфаровского монастыря и еще несколько мест, где есть информация, что, но конкретно не удалось пока найти, что на этих местах, или, по крайней мере, сосредоточиться, сделать как символ всех этих мест, как сосредоточие всех этих мест именно захоронение у Богоявленских родников, где найдены тела более полутысячи в беспорядочном виде захороненных в одних кучах вместе, в разном порядке, без всякого соблюдения традиций, что на этом месте был организован мемориальный комплекс. Но, разумеется, в таких вот удаленных от города тайных местах, там, где производились расстрелы и такие вот варварские захоронения, ну, после, конечно, уточнения всех данных, чтобы они были достоверны, чтобы не было никакой ошибки. И Чуфарова, там вот кладбище восстанавливается, насколько я знаю. И здесь тоже у родников. Разумеется, такие знаки должны быть. И я думаю, что к этим знакам потянутся люди, которые будут искать своих предков. Может быть, даже молодые люди будут искать своих предков, и окажется, что они вот так вот трагически кончили жизнь, и, в общем-то, ни за что были взяты, арестованы, репрессированы, и, может быть, как-то вот у них сознание все-таки изменится. Оно будет такое более глубокое, понимание нашей истории, нашей человеческой истории. Ну и хочется, чтобы эти люди молодые, узнав историю своих родственников репрессированных, они были более гуманные сами по себе. Вот это вот очень важно, чтобы они не ожесточились и не проклинали всю советскую систему, всю советскую эпоху, а чтобы они очень вдумчиво к этому относились, чтобы они могли отделить зло от добра правильно. Вот это тоже очень важно, чтобы вот знание истории, трагических каких-то мест в истории, оно как бы не заслоняло все представление об истории, потому что наша задача сделать наших людей более гуманными, более такими сочувственными, чтобы они относились друг к другу как-то дружественно, чтобы общество было сплоченное, чтобы по поводу истории, по поводу современности тоже, конечно, какой-то был общественный договор, чтобы как бы люди действовали сообща, потому что если такого договора не будет по поводу нашего прошлого, современности, тогда и будущего тоже полноценного не будет. И этот мемориальный комплекс, действительно, он может стать средоточием вот этого договора или мира и между социальными группами, потому что там были, в принципе, все, я думаю, социальные группы сегодня жителей Мордовии осуждают это действие, которое было произведено, и там были захоронены представители всех социальных групп. Потом это может быть средоточием мира и политического, потому что там и представители простых граждан, и представители власти, и сейчас тоже, и представители руководящие органы всех уровней и ветвей власти, они осудили этот период, и мемориальный комплекс тоже может объединить простых горожан и руководство. И этот мир может быть, это национальный мир, потому что там были захоронены представители всех национальностей, и не было ограничений и каких-то привилегий. И сейчас тоже представители всех национальных групп, они тоже осудили этот период. И этот мемориальный комплекс может стать миром, средоточием мира конфессионального, потому что и сейчас руководство всех
церквей, всех конфессиональных групп осудил этот период. И именно у богоявленских родников тоже очень вероятно, что и там даже стоят кресты со списками священнослужителей. Там захоронены очень, тоже, как вы правильно говорите, варварские и священнослужители и православные, и ислама, и, возможно, других конфессий. И мир во многих и поколенческий мир, и всесторонний, всеобщий мир может быть объединен и сделан этим мемориальным комплексом. Но для этого должна быть инициативная группа, которую мы делаем благодаря вам. Вы объясняете важность и историческую значимость и вот мировую традицию, как в мире относятся, как они Совершенно действуют. верно. Историческая память очень много значит для человека, для его сознания, для его отношения к миру. Я думаю, что большинство людей, которые живет у нас, просто не хочет и может даже жутко боится повторения вот таких вот репрессий массовых, несмотря на вот такой вот как бы латентный сталинизм или такой какую-то тягу к тому времени. Я думаю, ни один человек не хочет вернуться в 1937 год. Это совершенно точно. Вот. И потом наша высшая государственная власть подает прекрасный пример, когда открывается мемориал, посвященный жертвам сталинизма на проспекте Сахарова в Москве. Этот мемориал открывает президент России и патриарх Русской Православной Церкви. Это как бы государственная позиция. И, ну, разумеется, такие мемориалы, они очень дорогостоящие, но какие-то знаки, пусть скромные знаки, но они могут быть уже сегодня прямо сделаны и расставлены в городской среде каким-то образом. А год или два назад на месте Бутовского полигона тоже был открыт мемориальный комплекс, и там тоже выступал и открывал, по-моему, не только патриарх РПЦ, но и президент России. Тоже они это одобряют. Да. И причем тоже мало кто не интересовался, знает, что если, ну, по всей видимости, у богоявленских родников захоронены жертвы сталинского террора, который был произведен. Там захоронены, по всей видимости, руководство. Вот у нас есть здесь городская администрация, там руководство города было расстреляно и там находится без уважения, просто в земле. Потом здесь вот Дом Республики, руководство Республики. Дальше был дом, где КПСС находился, там руководство партии. Тоже было десятками и сотнями расстреливали и отвозили и закапывали. Потом руководители почти всех райкомов Республики Мордовия 37-38 годов слоями, там по 3-4 слоя руководителей арестовывали, быстро приговаривали к расстрелу из Москвы, утверждали, в ночь расстреливали, ночью отвозили, в том числе к богоявленским родникам. И вот вы правильно говорите, что никто сейчас этого не хочет. И тогда, конечно, Виктор Борисович, никто не хотел себе такой судьбы, но чтобы такого не повторилось, мы должны взять на себя ответственность за то, чтобы такого не повторилось. Для этого мы должны находить признаки в обществе, что какие-то, возможно, через десятилетия, через несколько лет такое может произойти. Мы должны пресекать, предотвращать. И, конечно, этим должны заниматься и руководство города, республики, Верховного Госсобрания, руководители правоохранительных органов. На словах, вербально и, ну, в принципе, в интервью, в объяснениях они демонстрируют четкое осуждение этого периода и того, что нужно соблюдать, нужно сохранять память об этом, и чтобы этого не повторилось. Но, тем не менее, мы должны подкреплять вот это наше общее такой общественный договор, консенсус, тем, что возводить мемориальный комплекс, ставить вот эти таблички, чтобы каждый гражданин, проходящий или горожанин, или человек с другого города проходит мимо этого здания, он читает, что здесь произошло, и он себе говорит, что я лично должен сделать все, чтобы из этого здания больше не выходили люди, которые не вернутся. То
То есть это и я лично тоже. Иначе, значит, мы просто политические рабы, если мы не берем на себя ответственность, а говорим, что власть за нас должна делать. Да, совершенно верно. Но я бы что хотел сказать, что очень много зависит не только от начальства, не только от руководства, не только от высшей бюрократии, и не только от репрессивных органов. Очень многое зависит и от состояния умов, от настроения, от такой массовой психологии. Потому что, насколько я представляю, в послереволюционные годы, в довоенные годы в нашей стране было очень большое ожесточение. То есть люди относились друг к другу как-то очень враждебно. Первая мировая война подкосила уважение к ценности жизни. Да, Первая мировая война, потом миллионы убитых, раненых, революция, это же солдаты на улицах. Потом гражданская война продолжительная и так далее. Потом попытки как построить новое государство с помощью репрессивного аппарата. И в итоге одно поколение как бы было смято войной, другое смято еще одной войной. И люди были настолько ожесточены, что вот эти вот нормы гуманности, которые были вот еще 100 лет назад, нормы гуманного отношения к человеческой жизни, они были полностью утрачены, и не было никаких преград, чтобы как бы можно было. Вот тот же Сибиряк, когда пишет в своих мемуарах о том, как он вот здесь, вот в нашем городе, в Саранске, содержался в тюрьме, и мне запомнились его слова, очень такие жуткие, о том, как надзиратели, это, видимо, молодые парни, только что приехавшие из деревни, без образования, без всего, только умеющие нажимать на спусковой крючок, как они относились к заключенным, с каким пренебрежением они относились к людям, которые еще не осуждены. Суда еще не было, их могут оправдать. Но, значит, вот для этих вот парней с винтовками это были не люди, а скот. А с какой, собственно, стати так относиться к человеку, который просто задержан и, может быть, даже в качестве свидетеля будет потом отпущен. Вот такое чрезвычайное ожесточение. Оно, может быть, даже не было связано с какими-то, с их политическими, так сказать, убеждениями. Скорее всего, у них просто не было никаких политических убеждений, но вот такая ожесточенность по отношению вот к людям, которые живут, вот, которые ходят вот, по этой же улице, вот такое сильное ожесточение, оно было. И вот в этих вот словах Сибиряка это просто очень наглядно. А вот в 80-е годы, когда начиналась перестройка, и как бы поднимались эти архивы, и вот эти все мрачные страницы воскрешались нашей истории, кое-кто говорил, что когда мы поднимаем такие темные страницы, может быть, кто-то попытается свести счеты. Да, уже главный потомки, аргумент. Потомки репрессированных придут к потомкам тех, кто расстреливал. И это нарушит стабильность общества. Да, и будет какая-то вот там самосуд, опять так мини-гражданская война, да. Вот, но никакого самосуда уже не было, потому что время-то ушло, в живых-то почти никого не оказалось, тех, кто расстреливал, кто принимал решения. Да и, собственно, людей, которые сидели в лагерях, там, на Колыме, там, или где-то, в Дубровлаге, их тоже очень мало осталось. И, наверное, в 90-е годы, наверное, ни тех, ни других уже не было. А вот дети их, они совершенно в других условиях выросли. И сводить счеты с кем бы то ни было, у них, по-моему, не было никакого желания. Но сейчас даже этот аргумент отпал. Да, но вот что меня тревожит, это ожесточение нашего современного общества, которое, как бы, к сожалению, нарастает. И во что оно может вылиться, это ожесточение, в требование, чтобы опять навести порядок вот так вот жестко, вот так вот со всеми, кто не с нами, кто идет не по нашей генеральной линии, того надо как бы вывести, обезвредить и удалить из нашего общества. Вот это меня очень беспокоит, потому что я вижу такое нарастание жестокости. Извините, прерву, потому что вот это из чего еще исходит? Из исторического заблуждения, что репрессии, сталинские репрессии касались в основном только номенклатуры, только партийных работников,
А на самом деле, конечно, вот у богоявленских родников, видимо, похоронены руководители культурных учреждений, руководители школ, руководители пединститута, все, но большинство-то репрессированных сталинских, там, можно сказать, 80%, 90%, это простые крестьяне, рабочие, служащие, колхозники, это такие вот, это не номенклатура, не руководство. Люди, да, которые как-то попали в жернова и по недоразумению, может быть. И которые многие голосовали за, когда призывали репрессировать скорее других. Всего, конечно, голосовали за партию и за начальство коммунистическое, большевистское. Но как-то неосторожное слово, анекдот, там, какая-то шутка, может быть. И все. Или если сосед, родственник, знакомый. Да. И под пытками упомянули тебя. Вот такая случайность роковая, казалось, привела его в тюрьму. Вот. Но вот нарастание ожесточения сегодня, я вижу, среди молодежи даже, среди молодежи. Да, молодежи. Которая и не хотела бы возвращаться в то сталинское время, конечно же, там очутиться в 1930 году им бы не хотелось, но может быть у кого-то желание расправиться с оппонентом, вот так вот жестко. Вот это, конечно, меня очень тревожит сейчас. Вот мемориализация может помочь частично начать решать вот эти узлы, расшивать? Ну, я надеюсь, что вот такое воскрешение и увековечение памяти, оно все-таки будет способствовать гуманизации общества. Я надеюсь и на нашу церковь. Она уже в Чуфарове вносит свою лепту. Это ее долг тоже, не только гражданского общества, но и церкви, потому что очень много священников репрессировано было. И они уже предстают совершенно в другом ореоле сейчас, когда они реабилитированы, и они такие... Не отреклись от веры, да, под пытками они даже. Мученики нового времени. Вот. Но не только священники, и верующие люди были репрессированы. Ну, собственно говоря, почти все же были верующими тогда. Вот, поэтому можно сказать, что это задача и церкви тоже. По переписи, да, большинство подавляющее. И церкви тоже, чтобы вот такой мир какой-то вот все-таки в душе народа, я бы так сказал, высокопарный, может быть, да, мир в душе народа, чтобы он восторжествовал. Встает заря над тихим городом моим. Ветер вновь гоняет ночи пыль, разлучая тех, кто этой ночью был любим, превращая сказку в быль. Но сладка пора рассветной тишины, и пусть день грядущий будет непростой, вместе это все преодолеем мы. Ведь главное, что я с тобой, а ты со мной. Мой Саранск, моя столица, ты светлее день ото дня. Эти взгляды, эти лица, ты опять зовешь меня. Но сквозь время и границы твой услышу голос вновь. Мой Саранск, моя столица и любовь. Пусть не видим мы Невы холодную печаль и багровых звезд манящий свет. Лишь запомни место навсегда, где ты встречал
глазах горит, как прежде, тот огонь. Молча сделав шаг к тебе, я прикоснусь, и вновь моя ладонь сожмет твою ладонь. Мой Саранск, моя столица, ты светлее день ото дня. Эти взгляды, эти лица, ты опять зовешь меня, но сквозь время и границы твой услышу голос вновь. Мой Саранск, моя столица и любовь.
Прощай, холодный город, ты город мой разбитых дорог. Прощай, но я вернусь и буду с тобой. Прощай, прощай, холодный город, ты город мой разбитых дорог. Прощай, но я вернусь и буду с тобой. Где мне правды искать, каким берегам плыть? Старикам поклонюсь, мама благослови. В карманах нули, перед глазами весь мир, и нам должно повести. Прощай, мой южный город, мы встретимся с тобой в один из дней, но он придет не скоро. Все, что нажил, умещается в кармане. Я возьму с собой немного денег и воспоминания. Возьму с собой мечту, припрятав от посторонних глаз. Я заново начну, все заново в 1000-й раз. Когда пройду свой путь, до конца мой ангел там будет. А пока пойдем покурим в тамбур. Чай остыл, и ты остынь, ну ты хоть час поспи. Сны наяву, ночь до Москвы. Все, что было задумано, пусть исполнится. Встречай меня, моя Москва, моя бессонница. Прощай, прощай, холодный город, ты город мой разбитых дорог. Прощай, но я вернусь и буду с тобой. Иногда мне стоит лишь на миг закрыть глаза, и я вижу, как в толпе людей на вокзале стоит пацан. Он отправился в путь, не зная, что ждет его там. Пелена неизвестности, за туманом туман. Столица город обман, город-призрак, город ждет очередного безумца. Кто бросит ему вызов, маленький человек, всего лишь деталь большого механизма. Так сложилась жизнь, слишком рано вырос. Прости меня, детка, это мой вечный рок-н-ролл. Я знаю, денег ноль, но музыка моя любовь. 1000 лет я не могу думать ни о чем другом. Я словно проклят из жизни в жизнь. Я из копии в копию, по стене до небес срываться вниз и карабкаться снова. Это последний раз, клянусь, я даю себе слово. Моя мечта — это витраж из разбитых осколков. Еще попытка, и таких попыток еще будет сколько. Сколько зла, все назло, сколько ссор, сколько склок, сколько скомканных листов в стол, сколько маминых слез, сколько снов про Ростов. Знаешь, я не вел им счет, сколько зим прошло, сколько лет, весна за весной. Сколько проигранных игр, сколько треков в эфир, сколько протоптанных дорог, сколько пройденных миль. Сколько еще нужно пройти, чтобы встретиться с тобой. Мой путь — это дорога домой. Прощай, прощай, холодный